В эфире новости, в студии Василий Радченко. Здравствуйте. Смотрите сейчас. Завоз топлива по автозимникам полностью завершили в Якутии. Фактически доставлено более 500 000 тонн груза. Студенты и преподаватели Якутского медколледжа собрали необходимое для погорельцев. Там уже 4-й год организовывают полку добра. Игры «Манчары», которые пройдут в этом году, презентовали в Москве. Акция прошла в рамках Всероссийского форума «Спортфорум Лайв». Завоз топлива по автозимникам полностью завершили в Якутии. Фактически доставлено более 500 000 тонн грузов. Это уголь свыше 508 тысяч тонн, почти 30 тысяч газоконденсатного и столько же нефтяного топлива. Отмечается, что все отдаленные и труднодоступные населенные пункты обеспечены этими ресурсами до открытия устойчивого зимнего сообщения 2021-2022 годов. Более 100 километров дорог Вилюй и Колыма отремонтируют в Якутии в 2021 году. Наибольший объем придется на трассу А-331 Вилюй, где обновят 77 километров. Дорожные работы пройдут в Горном, Нюрбинском и Мирнинском районах. Также начнется капитальный ремонт 3 участков, ввод в эксплуатацию которых намечен на 2022 год. На всех объектах грунтовое покрытие заменят асфальтобетонным, устроят новые водопропускные трубы, установят новые дорожные знаки, барьерное ограждение и нанесут разметку. Еще 69 километров этой трассы обновят с помощью устройства защитных слоев и в ходе поверхностной обработки дорожного покрытия. Масштабные работы развернутся и на федеральной трассе Колыма. 38 километров обновят в этом сезоне, причем 25 километров из них в ходе капремонта. Воспитатели, преподаватели и студенты Якутского медколледжа организовали полку добра в своем общежитии. Доброй традиции уже 4 года. На полках растительное масло, макароны, консервы, сахар, бытовая химия, канцелярские принадлежности, бытовая техника и многое другое, что необходимо для нужд человека. Все это предназначено пострадавшим от пожара в селе Чапаево Хангаласского района. Сегодня собранную помощь вручили членам комиссии по пострадавшим от пожара. В акции приняли участие около 700 студентов и более 100 работников медколледжа. Все студенты хотели показать этим полкой добра, что мы являемся медиками, мы должны приносить добро в этот мир. Все прониклись, конечно, бедой, что произошло в селе Чапаево Хангаласского района. Все понимаем, и очень важно было сделать это. Депутаты фракции «Справедливая Россия» внесли в Госдуму законопроект о запрете передачи долгов коллекторам. Парламентарии напомнили, что согласно действующему закону условия потребительского кредита согласовываются кредитором и заемщиком индивидуально и могут содержать возможность запрета уступки банкам прав по договору третьим лицам. На бумаге все в порядке, а на практике человек приходит в банк за кредитом, а ему говорят: вот вам типовой договор, хотите подписывайте, хотите нет, вас никто не держит, идите в другой банк, там будет то же самое. По статистике, приведенной «Справедливой России», в прошлом году коллекторы выбили почти 600 миллиардов долгов. Дачные автобусы начнут курсировать в Якутске с 1 мая. Маршруты 121, 123 и 124 до дачных участков, расположенных по Вилюйскому и Намцирскому трактам, будут отправляться по установленному графику. Стоимость проезда – 44 рубля. Отмечается, что в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции в автобусах регулярно проводится уборка, дезинфекция и озонирование. График движения разместят на сайтах мэрии и МУП ЕПАК. Отчетная конференция Федерации шашечного спорта республики состоялась в Якутске. Президиум озвучил итоги 2020-2021 годов. Несмотря на ковидные ограничения в прошлом году, спортсмены смогли принести в копилку республики более 130 медалей разного достоинства. Как подчеркнул президент Федерации, на сегодняшний день наш регион считается одним из сильнейших в шашечном спорте не только по России, но и за рубежом, и насчитывает 14 гроссмейстеров. Кроме того, во время конференции презентовали книгу под авторством Владимира Птицына «С шашистами по жизни». Тираж публикации составил 500 экземпляров и был напечатан как на русском, так и на якутском языках. В книге представлены воспоминания шашистов, различные статьи и интервью. У нас мужчины еще не стали в классической игре чемпионами мира. Вот. По 64
малой доске наши женщины тоже, значит, чемпионами мира еще не стали. Вот такие задачи у нас есть. Новую экипировку получили бойцы отряда юнармии Алданского района. Форма, включающая зимнюю, верхнюю одежду, футболки и береты, закуплена за счет средств бюджета района в рамках подпрограммы патриотического воспитания. Одежда уже выдана бойцам. На примерке побывала Татьяна Вахнина. Не стесняющие движения зимние куртки почти невесомые, но очень теплые. Задание командира можно будет выполнять на любом морозе. Не страшны холода и в таких штанах. Довершает экипировку шапка с эмблемой. Новенькая форма ждет своих владельцев, юных защитников Родины. Дополнительно закупили береты, ремни, все, что необходимо было, в принципе, на данный момент юнармейцам, так как движение расширяется, филиалы у нас открываются в других учебных заведениях, и поэтому юнармейцев необходимо одевать. В этом году вот такой праздник у нас получился, что получили на 800 тысяч формы, за счет местного бюджета смогли закупить. Во избежание массовости бойцы являются на выдачу небольшими группами. Примерить полагается сразу. Если не подходит размер, юнармеец получит другой комплект. Новенькая форма ребятам нравится. Ну, обновки, конечно, хороши. У меня, ну вот штаны, конечно, да что могу сказать, тут все хорошо, хорошая вся форма. Юнармия Алданского района при поддержке администрации получила 77 комплектов формы. Одежда была распределена по 3 отрядам – Алданскому, Томодскому и Ленинскому. Подборка размерного ряда была сделана в соответствии с потребностями. Одежда качественная, соответствует ГОСТам и стандартам. Огромное спасибо производителям. 10 комплектов отдали 6-й школе юноармейскому отряду, 6 комплектов отдали Ленинской школе, школа номер 5. 51 оставили здесь на Алданском районе, те, которые также самое будут распределены среди учащихся, среди районного отделения юнармии. В этом году первый отряд юнармии Алданского района отметит 5 лет. Отряды в Ленинском и в Томоте были сформированы позднее. Бойцы всех подразделений изучают теорию ратного дела и проходят обучение на базах силовых и военных ведомств. Все хотят заниматься, бегать, прыгать. Ну и достойное поколение вырастает, растет. Осваивая воинские премудрости, юнармейцы активно участвуют в жизни района и регулярно выезжают на республиканские и общероссийские слеты юных защитников Родины. Татьяна Вахнина, Георгий Баранов, Алдан. Игры Манчары, которые пройдут в этом году, презентовали в Москве. Акция прошла в рамках Всероссийского форума «Спорт Форум Лайв». Это крупная площадка, которая объединяет бизнесменов, чиновников, экспертов и специалистов в спортивной сфере. Подробности у нашего СОБКОРа в Москве Максима Кардозо. Инновации, продвижение, доступность. Будущее спортивной индустрии России – это главная тема форума. Эксперты со всей страны уверены, что продвигать здоровый образ жизни нужно с детства, а значит, необходимо больше строить спортивных объектов, поддерживать секции и внедрять новые технологии. Спорт Форум Лайв в первую очередь, конечно же, это большая деловая площадка, где проходят встречи, подписание соглашений. Но организаторы не забыли и про активности. Здесь можно позаниматься воркаутом, поиграть в теннис, в шахматы и даже познакомиться с масс-рестлингом. У стенда Якутии всем желающим готовы рассказать о наших национальных видах спорта. Тем более, что масс-рестлинг с каждым годом набирает все большую популярность в мире. Кстати, сейчас идет работа по стандартизации регламентов и оборудования для перетягивания палки. Каждый инвентарь получит свои фиксированные габариты и названия. Потому что стандартизация, она является таким важнейшим элементом обеспечения, во-первых, безопасности. Во-вторых, она помогает людям сориентироваться при занятиях этим видом спорта. Какое должно быть изделие, вот, какие у него особенности, какие у него есть факторы риска, вот, как оно должно отличаться одно изделие от другого. В рамках форума состоялась и презентация игр Манчары-2021, которые пройдут в этом году в Бердянске и объединят сотни спортсменов со всей республики. Причем спартакиада впервые войдет и в федеральную повестку. Мы будем участниками федерального проекта «Спорт нормы жизни», и под ним запускается проект «Спорт Норматур». Это двигатель активности по всей стране. И старт «Спорт Норматур» возьмет с Якутии, с горного района, села Бердянск 6-7 июля этого года. Поэтому мы становимся частью масштабного события по стране. И теперь про игры Манчары будут знать везде. И это поможет рассказать о якутских традиционных видах спорта на всероссийском уровне. Максим Кардозу, Виктор Олесов, Москва. В нашем регионе продолжают готовиться к Пасхе и 1 мая.
Массовые мероприятия и гуляния, напомню, отменены в связи с эпидобстановкой, но мероприятия будут хоть и в дистанционном формате, да и праздничные блюда можно готовить дома. Наш корреспондент Алексей Лукьяненко отправился в один из ресторанов Якутска, чтобы узнать для вас интересные рецепты. Как вы можете видеть, сегодня у нас в Якутске открылась такая замечательная ярмарка, куда можно прийти и купить вкусную продукцию. Вот рядом с нами сейчас находится один из организаторов данной вкусной выставки. Это Ирина Аркадьевна. Мы у нее узнаем некоторые подробности. Здравствуйте, Ирина. Расскажите, что представлено сегодня на ярмарке? Добрый день. В преддверии праздничных дней сегодня приготовили куличи пасхальные, которые освящены и окроплены святой водой и приготовлены нашими лучшими кулинарами, поварами. Также предлагаем мы национальную нашу кухню. Это наши лепешки, пирожки, сандалы. Ирина Аркадьевна, а вот скажите, вот как мы знаем, сейчас у нас эпидемиологическая ситуация, да, такая, и люди старше 65 лет, к сожалению, не могут, скажем, куда-то выйти, да, и в массовые мероприятия. Скажите, у вас есть какая-то доставка? Мы доставку делаем до дома. Ага, спасибо. Еще раз вас поздравляю с праздником. Ну а также хотелось бы отметить, что главный праздник у нас будет 2 мая. У нас пройдет Пасха. И главным, скажем, у нас блюдом на столе является кулич. И вот рядом с нами как раз-таки находится шеф-повар Константин. Здравствуйте, Константин. Поздравляю вас с наступающими праздниками. Ну расскажите в целом, как можно приготовить или вообще можно ли приготовить кулич в домашних условиях? Здравствуйте. Можно, конечно, в домашних условиях куличи. Нынче мы выбрали более классический вариант. Это там изюм и курагу добавили. Готовится она где-то 20-30 минут. Отлично, спасибо огромное. Также хотелось бы обязательно вас пригласить на ярмарку. Приходите, покупайте. Если у вас нет времени приготовить дома, вы можете обязательно прийти на ярмарку и приобрести что-то очень такое эдакое вкусненькое. Я вас буквально нашел, можно сказать, по запаху. Расскажите о том, что вы вот в пределах ярмарки только готовите шашлыки, или же нет, горожане могут подойти еще и в другое время? Ну, сейчас пока только во время ярмарки, но у нас летом план есть, чтобы шашлык здесь у нас постоянно был, как летнее кафе. Карта взял, потом взял я пельмени, котлеты взял, вот, кулич и тортик. Неожиданно увидели ярмарку, с удовольствием купили кулич и как бы для обеда местные пельмени и котлетки с удовольствием дети любят. Здравствуйте, поздравляю с праздником вас. Ну, что сегодня купили вы? Купили куличики и шоколадные пончики. Так, можешь какое-то горожанам поздравление сказать? Вот у нас праздники будут. Поздравляем с праздником. Вот, спасибо. И вас с праздником. К этой минуте все. До встречи в эфире.